Река Назранка оказалась в опасности. Огромное пятно нефтеотходов обнаружили на очистных сооружениях Альтиева. Работники объекта сразу же забили тревогу и вызвали на место ЧП всех ответственных служб. По предварительным данным, источником загрязнения стал Назрановский коллектор, куда и были сброшены отходы. Предположение мышти это или что-то айваж отдельно город айваж канализационный люк через ханте пани сания воспользоваться а считаешь хамашчи. Ну, сакел, чебалдял, сагу бере, шкоты шабо бутахана, на хабяб, что ты шабо, дал халишки ходятся на шифодят, шималдят. Ханял, чичох, хас хами, ирч хами, изик хамдат сгудер. Еще накануне специалисты предприняли все необходимые меры, чтобы ликвидировать последствия утечки нефтепродуктов. Залили в очистные сооружения специальные бактерии и химреагенты, которые предоставили студенты Ингушского госуниверситета. Это поможет устранить жидкие солярные вещества. Сейчас работники Ингуш-регион-водоканала вылавливают из очистных сооружений мазут, который отделился от нефтепродуктов. Масштабы загрязнения устанавливают специалисты Росприроднадзора. Со своей стороны, сегодня с утра мы опять отобрали пробы на показатели, чтобы установить, какие есть превышения нету на тех же точках, где вчера. Каждый день будем отбирать, пока не установим, что есть загрязнение или нету. Результат анализа вчерашних отобранных проб будет через 2-3 дня. Но мы в любом случае каждый день будем отбирать и мониторить ситуацию. И выезжать, и контролировать, как и работы по ликвидации данной вот этой ситуации, как ведутся работы, тоже будем проверять. Для оценки ситуации еще накануне тут был организован штаб с участием специалистов регионального управления Роспотребнадзора, Республиканского Минприроды, администрации Назрани и МЧС. Назранке, благодаря предпринятым своевременным действиям, возможно, ничего не будет угрожать. Практически можно сказать с большой уверенностью, с долей вероятности о том, что она не загрязнена. Заборы мы сделали, результаты будут на следующей неделе, тогда мы точно можем утверждать. Но работы были предприняты, благодаря тесному взаимодействию нам удалось предотвратить вот эту, можно сказать, небольшую технологическую катастрофу. Пока делать какие-либо выводы рано. Совсем скоро будут доступны результаты лабораторного исследования. Если выявят превышение допустимых показателей в реке Назранка, Росприроднадзор совместно с прокуратурой привлекут виновных к ответственности и проведут взыскание суммы ущерба, причиненного природе. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.